Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня мы представляем вам одну из магистерских программ, реализуемых в нашем университете. Программа «Религия и духовная безопасность в истории общества и государства» является востребованной специалистами разных сфер. Нужно сказать, что магистерская программа данная, она нацелена на подготовку высокопрофессиональных специалистов в области религиоведения, государственно-конфессиональных отношений. И предполагает, в общем-то, нацеленность и мотивацию поступающих на эту программу достаточно на серьезную работу. Магистерская программа формирует важнейшие компетенции, необходимые для работы в этой сфере. В сфере религиоведения, в сфере разрешения конфликтов, возникающих на религиозной почве. И это, наверное, сегодня очень актуально, поскольку программа сама явилась откликом на те изменения, которые произошли в обществе в начале 2000-х годов, когда стало активно развиваться различные религиозные радикальные движения, и возникла необходимость правильно формировать понимание этих процессов, правильно откликаться на снятие напряженности в сложившихся ситуациях. И поэтому, конечно, востребованность общества в специалистах такого рода, она была сформулирована уже временем, и ее появление было закономерным. Она формирует важнейшие компетенции, как я уже сказала, которым отвечает практически эта программа. Компетенции применять знания в преподавании религиоведческих дисциплин в образовательной сфере, формировать правильные решения и рекомендации в сфере государственно-муниципальной службы, использовать полученные знания непосредственно в практической деятельности, проводить междисциплинарные научные исследования по содержанию магистерской программы, внедрять эти результаты, использовать инновационные технологии в разрешении конфликтов, возникающих в области религиозных ситуаций. Особенности программы – это прежде всего научно-исследовательский ее характер, практикоориентированность программы, формирование навыков безопасной жизнедеятельности человека и его мировоззренческих основ. В процессе обучения магистранты получают знания по таким предметам, как происхождение и типология мировых религий, конфессиональная карта мира, государственно-конфессиональные отношения, радикализм в современном обществе, научно-исследовательский семинар и ряд других предметов, позволяющих им свободно ориентироваться и в понятиях, и в содержании, и в формах современных религиозных движений, что является актуальным. Обучающиеся получают квалификацию магистр по направлению религия и духовная безопасность в истории общества и государства. Они могут работать в системе образования, в государственно-муниципальных органах, научно-исследовательских институтах в качестве педагогической сфере преподавателями, а в государственно-муниципальной службе это непосредственно сотрудники отделов гуманитарного направления, в научно-исследовательских институтах в качестве научных сотрудников, что сегодня тоже, в общем-то, является крайне востребованным в этих сферах. Надо сказать, что данная программа, она предполагает прежде всего базовый бакалаврский уровень или специалитет, в котором есть база по тому вступительному испытанию, которое вам предстоит.
Экзамен по истории России. С 20 июня начинается прием документов и на бакалавриат, и на магистратуру, и на очную, и на заочную форму. И нам бы хотелось, чтобы вы не пропустили этот момент в плане своевременной сдачи документов, поскольку количество мест в этом году бюджетных у нас 10. Как я уже говорила, форма у нас заочная. Она предполагает возможность достаточно гибкого построения учебного процесса для каждого из вас, поскольку практически все вы уже имеете рабочие места, и выстроить параллельно учебный процесс эта форма позволяет более лояльно, более мягко. И я думаю, что это, в общем-то, как раз большинство людей, уже получивших высшее образование, как раз устраивает. Сами испытания, они будут проходить с 7 июля по 17 августа. Но это вот для бюджета. Там, соответственно, и для коммерческого набора есть свой регламент. Я думаю, что чисто подробно с алгоритмом вступительных испытаний, когда что происходит, зачисление, подача заявлений и так далее, можно ознакомиться на сайте приемной комиссии нашего университета. И тогда у вас сложится уже четкое представление, как и когда, что делать. Вот. Хотелось бы пожелать, чтобы ваш выбор был мотивированным, осознанным, потому что когда есть интерес к учебе, она проходит очень быстро. А 2 года и 6 месяцев, которые предполагается реализовывать данную программу, это очень короткий миг. Просто его можно даже и не заметить, поскольку заочная форма обучения позволяет нам встречаться с вами не каждодневно, а в определенные периоды. Поэтому я желаю вам быстрейшего определения, удачного выбора, успешных вступительных испытаний, и мы ждем вас к себе. Всего доброго!